В учебных классах топливно-энергетического колледжа занятия сейчас проходят реже обычного. Большая группа студентов осенью уехала на производственную практику в Самару, на завод «АвтоВАЗ». Пробудут ребята там 3 месяца. Студенты же третьего курса по направлению электрические станции, сети и системы еще на практике ни разу не были. Она предстоит в ближайшем будущем. Багаудин Белхароев стать электромонтажником мечтал с самого детства. Пока другие играли в игрушки, его интерес привлекала больше электропроводка. Студент в предвкушении практики уже определился с заводом, где хотел бы ее проходить. Я хотел бы поехать от колледжа на производственную практику на «АвтоВАЗ». Там можно заниматься не только обычной электрикой, там можно заниматься еще автоэлектрикой. Это очень полезно. Электромонтажники, сварщики, строители, программисты, автомеханики. В колледже студенты учатся по различным направлениям, многие из которых на данный момент считаются дефицитными в стране. Союз машиностроителей России заинтересован в том, чтобы студенты получали хорошие практические навыки и оставались в профессии после окончания обучения. Для студентов помогают организовать практику на предприятиях за пределами родных регионов. В начале года 26 обучающихся топливно-энергетического колледжа ездили постигать азы машиностроения на Волжский автомобильный завод. Вернулись домой, хорошо подзаработав. В процессе прохождения производственной практики наши ребята смогли заработать достаточно хорошие суммы в пределах до 200 тысяч рублей в зависимости от специальности и отработки. По окончании практики и сдачи сессии ребята получили дипломы, а 5 вернулись на завод на постоянную работу. Всего от Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Тугана Хусейна Сурова трудоустроено 51 человек. От Республики Ингушетия работает в общей сложности 75 человек. Чаще всего студенты из Ингушетии проходят практику на заводах в Самаре, Тольятти, Нижневартовске. Ребята занимаются на предприятиях производством шасси, сваркой, сборкой передней и задней подвески автомобиля. Специалисты отмечают, что возможность работать на таких современных производственных линиях даст студентам уникальный опыт, который будет востребован на рынке труда. Будущие профессионалы машиностроения могут остаться работать на этих заводах за пределами республики, либо не покидать пределы Ингушетии, а трудиться на славу родного края. К нам в колледж приходят представители разных организаций, заводов, представляют, допустим, рабочие места вакантные, и мы направляем их и на практику, и на трудоустройство. Это «Газпром», это завод «Реак», швейная фабрика в Алиюрте. Наши ребята очень хорошо себя зарекомендовали на конвейере «АвтоВАЗа», хорошие рекомендации о них, и мне очень приятно, что национальность Ингушетии, республики с Ингушетии, которые приезжают ребята ингуши, что они являются одними из лучших, даже лучше, чем те, которые много лет работали на этих конвейерах. Поэтому я считаю, дифференцировано все должно быть. Половина ребят могут работать здесь, создавать новые технические пункты по обслуживанию машин, по работе с автомобильными концернами, здесь представительство открывать от них. Представители Ингушского регионального отделения Союза машиностроителей России приглашают всех в свой состав, кому интересна эта тема. А также предложили подрастающему поколению, будущим выпускникам школ, кто хочет выбрать в жизни технические специальности, поучаствовать во Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда». Победители смогут поступить в 69 вузов страны по инженерной специальности без конкурса. Первый онлайн-этап уже стартовал. Стране нужны технические специалисты. На восполнение дефицита инженеров обращено большое внимание государства. Анастасия Шишина, Султан Булгучев, Магаз 24.